аплодисменты. Он очень ненавидит дух религии. Я очень рад находиться здесь среди вас. Громче, громче, громче. На самом деле, вы очень приятные, очень все благословенные. Пусть Господь благословит вас обильно. Я не знал вообще, я не знаю, когда я о чем буду говорить. Я не знал на самом деле, что я буду здесь говорить. Но слава папе, что он использует. Когда мы полностью посвящены, невозможно, что папа тебя не использует. Я не люблю вообще молоко. Вы понимаете, что я говорю? Да. Я люблю мясо. С молоком ты никогда духовно сильно не будешь. Молоком ты никогда умный не будешь. Молоком ты вообще не знаешь, сдохнешь. Нам нужно мясо, духовное мясо, чтобы расти. Вы все хотели, чтобы ваши дети, чтобы маленькие оставались? Не верю. Вы все хотели, чтобы ваши дети здоровы были, сильные были, умные были. Правильно? Мудрые Да. были. Поэтому наш папа тоже хочет, чтобы мы сильные были. Мудрые были. Здоровые были. Аминь. Я чуть-чуть хочу раскрыть, на самом деле, то, что дух контроль и дух религия. О себе я хочу рассказать чуть-чуть. Я вырос в Азербайджане, там есть город Сумгаит. Один из богатых семей я вырос. Мне 48 лет, я женатый. У меня дочка есть, 26 лет. А сыну 29 лет. У меня 2 внука. И все они верующие. Все мы посвящены Иисусу Христу. Он полностью нашу семью вот так в руках, и ведет. Куда надо, куда не надо. Мы его, короче, мы не свои. И, к сожалению, я 4 класса потреблял любые наркотики. В любом виде. Каштановый, черный, белый, зеленый, коричневый, там что только нету. Но сейчас, конечно, может быть, я не похож, потому что славит папа. Давайте. Иисус на самом деле живой Бог. Аминь. Аминь. Кроме Его нету других богов. Аминь. Я когда вырос уже в 8-9 классе, я учился. Я уже как-то криминальную группировку, не только там криминальную группировку, я как главарь был. Я уже оружие таскал и вообще, не знаю, и везде по тюрьмам, короче, ездил, там все, короче, там воры в законе, там, я с ними, короче, все это, ну, контакт имел вообще, я не боялся никого. Я даже Бога не боялся. Я очень боязливый человек, на самом деле, то, что это истина, папа свидетель. И когда я же женился, у женщины совсем другой взгляд на мужчины, когда они хотят замуж выйти. Они смотрят там, чтобы все детально, там урок должен так быть, глаза себе так должен быть, ну каждый деталь. А мужчины совсем другой смотрят. Но, к сожалению, то, что моя жене фантазия, я совпадал, ее фантазии, короче. Когда она меня видела, ого, ой, она так сказала, самой счастливой женщиной я буду, если этот человек мой муж будет. А когда мы поженились, она сказала, самая несчастная женщина в мире это я. К сожалению. Потому что ее кровь на стенках была. Каждый день я ее очень сильно избивал. Я детей избивал. Моей жены ребра все сломаны были.
Моей жены Целеб, слава Богу. Здесь есть некоторые знают моей жены. Наши команды и тут из Баку тоже есть участники. Вы знаете, я вообще, Бог меня привел, я вообще атеист был. Я не верил никакого там пророка вообще. Мой пророк, мой оружие. Мой пророк, мой Бог, наркотики был. Иисус живой Бог. Для него нет невозможного. Вы знаете, написано в Библии, что Бог полюбил верующих, даже неверующих, полноценной любовью. Написано в Библии, да, правильно? Да. Разговор идет о том, как мы любим Его. Это, знаете, вот мне нравится одного проповедника такая фраза, что любящие любящим, они не определяют, что вот когда неделю там 2 раза у нас от часа до 5 будет, в общем, свидание. Любящий любящим ищет возможность, чтобы там они чтобы общаться, чтобы руки держать, поцеловаться, там, обнимать. Ищет возможность. Я помню, когда мне 12 лет был, мне 16 лет был, я женился. Да. Подарите аплодисменты. Это истина на самом деле. То, что я просто хочу чуть-чуть рассказать, как дух религии и так как вообще-то как дух контроля работал в моей жизни. Этот дух контроля, это очень, он просто так не уходит. Во мне такой дух контроля был, да? Вообще все в нашем городе, все полиция, все, короче, больше в нашем городе, все, короче, там богатые люди. Я любому человеку мог создавать атмосферу. В плохом смысле. Я очень опасный, влиятельный человек. Миру для людей. Сейчас я тоже очень опасен. Не для людей. Для нашего общего врага. Он зовут дьявол. Он тупой, он вообще никто. Он лох. Он поражен. Перед нашим живым Богом. Он воюет не против нас. Он воюет с ним. Потому что война Божья война. Бог ищет сегодня, через кого дышать. Сколько ты углубляться будешь с Богом, да? Столько вот будет плоды. Не человеческие плоды, духовные плоды, а Духа Святого плоды. Ты свое сердце, свой разум, свои мысли полностью отдай себе Ему. Любящие любящим, они, допустим, девушка не любит своего мужа только руку. Жена не любит это, только голову, или ногу, или там, другой часть, короче, не знаю. Поэтому папа тоже так. Понимаете? Надо полностью посвятить к Богу свою жизнь. Понимаете, что дело? И вернемся к этому тему. И, к сожалению, когда вот 7 лет я верующий, 7 лет назад был такой случай, что я вообще трезвый был. И один огромный рука, я дома один был. Один огромный рука вот так захватил меня в комнате, начал меня трясти. Я сам кого надо, кого не надо, мог трясти. Я просто думал, я очень вообще понятливый, потому что разборки с ворами и богатыми людьми на базаре, которые картошку, лук продают, они не могут это разборку вести. Это тут должно, ты знаешь, я как будто вот, ты знаешь, я подписал свою смерть вообще. Пам-пропан, что со мной будет, меня это не волновало. Мне, короче, я шел до конца. Вы знаете, и вот такой жизни я жил, и вот эта рука начала меня трясти. Я смотрю, уже я сознание теряю. Я сразу так говорю: о, Господь, я почему-то понял, это Бог. Я говорю: о, Господь, я кому что делал? Почему вы со мной так случилось? Знакомы, да?
Когда нам трудно, мы сразу бежим к Богу. Ой, что я делал? Что я кому только не делал. Мне ни один родственник, ни один сосед на свадьбу никогда не пригласил. Всегда говорили, мы плеваем его деньги тоже, его самого тоже. Зачем его деньги нам нужны? Придет на свадьбу, в общем, свадьба уже будет там не свадьба. Уже, вот. Драка будет. И вы знаете, к сожалению, на самом деле, я валялся, упал на пол и 3 часа остался на полу. Потом мой старший сын, он пришел, еле-еле я, в общем, открыл. Когда я упал на пол, мне вот руку тоже вот так, как будто мне аппарат поставили, какой-то там Божий аппарат. Иногда бывает, духовные вещи такие невозможно вот физически просто передавать. Я слышал реальные шаги в комнате. Я вот физическими глазами и духовными глазами и в ад видел, и рай видел. Я видел огромные бесы, демоны. Я видел самого Иисуса Христа. Аллилуйя. Это истина. Просто давайте просто.